Стабильности и правильных взглядов, правда, придерживаются здесь не все. На торговых точках рынка встречаются довольно инициативные предприниматели, которые, воспользовавшись ажиотажем покупателей за последнюю неделю, поторопились завысить цены на продукты питания. Только вот план наживы меняет народный контроль. Мониторинг цен на торговых точках Назрани продолжается. Мука, картошка, продукты первой необходимости, масло. Мучал хозяину. О неустойчивой ценовой политике свидетельствуют результаты предыдущего мониторинга. В течение недели цена на сахар повысилась на 10%, а на многих прилавках не удается застать продавцов. Возможно, стечение обстоятельств, но народный контроль не исключает того, что свои точки торговцы покинули намеренно до их прихода. К-350? Да, 350 10 килограммов, 5 килограммов 200. Опять же продавец бежал, а я где напротив. На некоторых точках продавцы заявляют, что ценники ставит хозяин. Причину повышения не знают. Только остается непонятным возрастание стоимости на некоторые продукты именно с начала недели. Совпадение или опять же ловят момент. Ну а продавцы чая заявляют, что цену на 20% завысил поставщик. И это не связано с новым вирусом. Товар импортный, проблема в неустойчивости доллара и поставках из-за рубежа. По 250 его продавали, сейчас на месте 276 он стоит. А почем его нужно продавать? А как думаете, с чем это связано? Повышением доллара. Коронавирус ни при чем. Да. У них чай завозной, они его покупают за доллар. Конечно, связано с долларом. Здесь уже невольно снимаешь ответственность предпринимателя. Но по какой причине колеблется цена на муку? Недоумевают общественники. Она, кстати, в последнюю неделю пользовалась особым спросом у покупателей. Такого урожая пшеницы в Российской Федерации не было даже в советское время. Мы хорошо это знаем. У нас мукомольный, мукомольный завод, который может, если пустить полную мощь, для того, чтобы нашу республику обеспечить весь Северный Кавказ. Немного, но все же повысилась цена и на макаронные изделия. Мониторинг проводят и на складах. На гречку, рис тоже стоимость увеличилась. Что это не личная инициатива предпринимателя, он доказывает, предъявляя накладные. Хона абсолютно смысл его, да, здесь мягче поднимать. Они клиентские базы олуш, клиенты болуш, продукт хранится, на этом рынке. В общем, на завышение цен на складах не жалуются и сами покупатели. Нормально, в прошлый раз. А на рынке? Нормально. Пока одни проверяют цены, другие – ценники. В мониторинге торговых точек участвуют и надзорные органы. Сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений. Какой-то столько-то. Все деньги, кому что-то сделать. Просто предупреждать, чтобы вопрос уж. На первый раз предпринимателям удастся ограничиться предупреждением. В следующий раз в ход пойдут штрафные санкции, заявляют сотрудники в погонах. В размере 1000 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 тысяч юридических лиц. Это на первый раз. Если они не справляются, уже мы эти материалы за невыполнение предписания передаем в суд, уже суд решает. Это вплоть до закрытия вот этих торговых точек из-за того, что они не соблюдают данные требования закона. Хотелось бы к ним обратиться, чтобы они поставили ценники, соблюдали все законы защиты прав потребителей и относились уважительно к покупателю, к своему клиенту. Участники рейда считают, что во многом причиной необоснованного завышения цен стала паника жителей и массовая закупка продуктов, которая создала ажиотаж вокруг торговых точек. Инициаторами мониторинга стали единороссы. Решение проводить проверку динамики цен было принято на расширенном заседании регионального политсовета партии «Единая Россия». Поставим задачи, мы делаем все от себя зависящее, подключим все структуры, какие необходимы для того, чтобы повышение цен не было. Это указание главы республики, как вы знаете, это указание из Москвы. Так что будем делать проверки, и даже день-два раза, может, будем делать проверки. К мониторингу присоединились и активисты регионального штаба молодой гвардии. Считают важным участие общественных движений в таких мероприятиях. Одно дело, когда контроль ведут органы представительные, исполнительные или надзорные власти.
Другое дело, когда мы, как общественники, смотрим реальную картину и представляем интересы молодежи. Мы намерены проверять дальше, проводить и свои рейды, и, возможно, делать контрольные закупки для того, чтобы поймать продавцов. Потому что многие, когда приходят к ним органы официальной власти, они, соответственно, снижают цены. Мы не можем проверить, по какой цене они реально продают это покупателям. Ну и мы намерены в этом помочь. Участники мониторинга пообщались и с руководством торговых точек. Потребовали усилить контроль над предпринимателями, чтобы на прилавках появились ценники, вместе с ними и некоторые продавцы, которых не удалось застать на рабочем месте. Реагировать на необоснованное завышение стоимости будут в соответствии с действующим законом защиты прав потребителей. Ну а жителей просят не поддаваться панике. Продуктов питания в Ингушетии достаточно. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.